Всем привет! Кокраш на связи. Сегодня мы пробуем пивко. Называется Кумихо Пич Эль. Посмотрите, какая баночка, какой эргономичный дизайн. Это корейское пиво компании Кабрю. Меня подкупил их логотип, потому что на логотипе изображена лисичка. Девятихвостый лис. А я обожаю Наруто смотреть. Я же фанат. Первым делом мы вот так вот делаем. Потом протираем рубашкой. Мало ли кто бутылку тут трогал. Может быть, продавцом работает какой-нибудь рэпер, который делает очень плохую музыку. Все, теперь можно пробовать. Ну-ка. Как открывается. Как обычное пивко. Сразу же запах персика. Пич. Пич это персик. Эль это эль. Да, действительно чувствуется персик. Угу. Прикольно. Мне нравится. Мне нравится. Я думаю, вам интересно, какого цвета это пиво. Поскольку у меня нет бокала, я приготовил бутылочку. Бутылочку от сока. И сейчас я налью немножечко. Главное не пролить. Ой, как пенится. Ладно, ничего страшного. Что-то я много наливаю. Ну ладно, пусть. Смотрите. Вот такой цвет. Цвет чего? Ну, такой желтый цвет, да. Вот. Похоже на анализы, да? Ладно, пусть отстоится тогда. Я взял арахис. Называется ковар. Или ковар. Ну, скорее всего, ковар. От слова коварный, как я предполагаю. Сейчас я буду пробовать арахис. Но на самом деле я немножечко... Вкусный арахис. Не так часто кушаю арахис. Там была огромная упаковка с кенгуру. Я думал ее взять. Но я боюсь кушать арахис из-за одного случая. Не знаю, рассказать вам или не рассказать. В общем, я взял маленькую упаковочку. Сейчас попьем пивко и посмотрим по ощущениям. Если пивко нормальное, то я поделюсь с вами этой историей ужасной. Угу. Я уже чувствую опьянение. Мне уже весело, бодро. Хочется тусоваться, отжигать, рассказывать истории. Ну, как будто вот этот арахис из детства. Именно с того момента, когда я впервые попробовал вообще арахис. Мне было 10 лет. Я жил на даче. Мои соседи занимались коммерцией. Моему братишке родители подарили несколько пачек арахиса. Сказали, он ребятишек угости. И он вынес, по-моему, 3 или 4 пачки пацанам всем. А нас было много. И поскольку я был старше всех, я продоминировал. Я заранее извиняюсь. Просто я был раньше плохим пацаном. Мне было 10 лет. Вот, у меня был такой не очень движ. Я как крыса взял пачку и сожрал ее в одного. Когда пацаны пачку делили на троих, на двоих, а я взял и захомячил целую пачку арахиса. Очень некрасиво поступил. И я хотел бы рассказать, как мне это аукнулось. Похоже на анализы нездорового человека. Но это пивко, которое я только что перед вами налил. Эх, история такая. Напомню, мне было 10 лет. В общем, я съел пачку арахиса, такую большую. Я тогда впервые попробовал арахис. Я пошел домой спать и проснулся примерно в 2 часа ночи. Из-за того, что у меня сильно болел живот. Вот если у меня заболит живот, я положу руку вот так вот. И дальше сплю. И проходит. Но уже проходит полчаса, и у меня продолжает болеть живот. И боль увеличивается. И я уже все понимаю. Болит живот, не могу. И обращаюсь к родителям. Иду в соседнюю дверь. Говорю, мама, мамочка, у меня болит живот. Но она просыпается, переживает. Как давно? Я говорю, полчаса, час не проходит.
И она подумала, что у меня аппендицит. Аппендицит. Пошла к соседям, там разбудила семью. Ну, один мужик сказал, что машина сломалась. Потом пошла ночью к другим соседям. Там мужик вообще бухой, в хламину, не мог встать с кровати, чтобы сесть за руль. И там был дядя Стасик, водовозчик. Он без проблем согласился меня увезти в областную больницу. В общем, мы на водовозке приезжаем туда. Встречает врач, такой трогает мой живот, делает какой-то массаж. Спрашиваю, здесь болит? Здесь болит. Я говорю, везде болит, крутит. Мама испуганно говорит, у него аппендицит. Тот, ладно, хорошо, записываем его, определяем в палату. В палате примерно 8 кроватей, и везде спят дети. Есть в углу маленькая такая кроватка, то ли раскладушка, по-моему. И все, меня туда кладут, и я лежу. Время примерно 4 утра уже. Дети спят, примерно все моего возраста. Приходит санитарка, говорит, пойдем за мной. Я иду по коридору в процедурный кабинет. Ну и мне говорят, все, снимай штаны, загинайся. Ну, в общем, снимай штаны и приготовься, сейчас кое-что сделаем. Короче, мне поставили клизму. Первый раз в жизни. Мне никогда клизму не ставили. Я не хочу объяснять, прогуглите. Сказали, все, иди. Когда они говорили иди, они подразумевали, что я пойду в санитарный узел. Поскольку мне ее делали впервые, я не знал, что нужно идти в толчок, и пошел спать. Благополучно заснул. Через 15 минут просыпаюсь в холодном поту. А, что такое? Что происходит? Оказывается, мне жестоко давит на клапан. Я понимаю, что нужно идти в туалет, но настолько сильно подпирает, что я понимаю, что сейчас произойдет авария. Ужас. В общем, я не могу даже пошевельнуться и понимаю, единственное, что я могу сделать, а я лежу на раскладушке какой-то, укрытый одеялом, максимально, что я могу сделать, это спустить штаны, выгнуться мостиком и сходить под себя. Что я и сделал. Я это сделал максимально громко, с какими-то криками даже. Мне сразу же полегчало. Я подтерся этим же одеялом, этой же наволочкой. Напомню, мне было 10 лет. Не сейчас, не этой наволочкой, да, вот если вы с середины смотрите, детскую историю рассказываю, в общем. Мне было не 20, не 30, не 40 лет. Мне было 10 лет, я был шпингалетом, я просто взял, подтерся наволочкой, там, не знаю, подушкой. И уже начали просыпаться дети от такой запах, такой смрад стоял. Я понимаю, упс, надо уходить. Сейчас я даже попытаюсь показать, как это примерно происходило. В общем, я лежу такой, да, в областной больнице, дети спят, я резко просыпаюсь. Что происходит? What the fuck? Вау! Снимаю штаны и вот так вот изгибаюсь. И в такой позе, короче, жестко. Мне сразу же, конечно, полегчало. Дети начали просыпаться от этого смрада. Я просто взял, подтерся одеялом, там, короче, подушкой, наволочкой, чем только можно было. Ну и на палеве. Просто спустился на первый этаж. На первом этаже меня ждала мама. И спрашивает, ну как там, тебя записали, нет? Я говорю, да все окей, мама, все отлично. Меня вылечили, пойдем домой. И мы ушли. Фу, вы представляете, каково было детям? Они, как обычно, спали. Привели какого-то 9-летнего, 10-летнего пацана. Он просто нагадил, подтерся тем, что было, и ушел. Они проснулись и попутали. Уважаемые дети, которые находились тогда в той палате, наверняка вы даже не видели меня. Если вы смотрите это видео, я прошу вас прощения. Я реально не хотел, честно. Вот так вот действует это пивко корейское. На меня, по крайней мере, на вас. Возможно, оно подействует как-то по-другому. Но вот эффект от пива у меня такой. Хочется рассказывать истории. После того момента я особо много не кушаю арахис. Чуть-чуть. Все. Первую бутылку приговорил. У меня есть еще вторая. Надеюсь, завтра не будет похмелья.
Сейчас протираем, протираем. И открываем вторую баночку. Потом идем на встречу с друзьями. Ну как, ребята, вам обзор пивка понравилось? Стоит ли делать такие влоги? Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами Кокраш. Peace! Кабрю, Кумихо, Пич Эль.